трудовых резервов для нашей страны, кузницей жизни человеческой судьбы. Она ковала и продолжает ковать смену за сменой новые и новые резервы славного рабочего класса, успешно и качественно выполняя свое предназначение. Выпускники лицея ежегодно вливаются в коллективы различных предприятий и посвящают себя любимой профессии. В этот знаменательный день желаю всему трудовому коллективу настойчивых, инициативных и трудолюбивых учащихся. Профессионалами не рождаются, ими становятся. И в профессионализме учащихся огромная заслуга вас, уважаемые педагоги, из года в год передающих своим ученикам знания и опыт, веру в свои силы и уважение к труду. Дорогие преподаватели, мастера производственного обучения, уважаемые ветераны, поздравляем вас с праздником и выражаем особую благодарность не только за ваш педагогический труд, но и за терпение и человеческую мудрость. В этот праздничный юбилейный день для вас звучат теплые слова, льются пожелания добра, звучат хорошие песни и светятся улыбки. Приветствуем на празднике заведующего основным отделом методического сопровождения профессий сельского хозяйства и транспорта, учреждения образования учебно-методический центр профессионального образования, Главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета Ивана Дмитриевича Дольченко, председателя Куровского районного исполнительного комитета Александра Николаевича Шумского, помощника депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталия Николаевича Шутко. Мы приглашаем вас окунуться в мир добрых впечатлений, радостных улыбок и, конечно же, праздника. Хорошего вам настроения! Хочется жить без забот и проблем, куда несется мир. Скажи, зачем? А если мы с вами посветом вперед, что и когда будет с нами, где повезет, а где наоборот? Засада что?
средний профессиональный лицей Василию Александровичу Любозе. Поважанные гости, дорогие коллеги, ветераны лицея, навученцы. Сегодня у нас урочистый день. Мы отзначаем день народжения лицея. 65 год тому, 5 студеня 1954 года, загадом Головного управления професійної адукації Міністерства культури БССР була утворена Довшевська школа механізації сільської господарки номер 31, яка розміщалася у вёсці Порклища. В 1959 году в училище переехало в город Глубокое. Первым директором установы был призначен Рашетников Иван Васильевич. С 1958 года директором являлся Дударов Кирилл Илларионович, який 15 год отпрацевал на этой посаде. С 1973 по 1987 год коллектив узначальвал Мялешко Станислав Васильевич. С 1987 по 2006 Жук Григор Вацлавович. С 2006 по 2010 Моргот Олег Викторович. С 2010 по 2018 Шенкевич Валентина Анатольевна. И шел час, менялись назвы, проводилась реорганизация, однако неизменной заставалась основная задача – подрыхтовка кадров рабочих профессий. Авторитет установы рос и подтримливался, дякуючи дієздольним, творчим, енергічним педагогам, працівникам усіх подразделений. Коли в итоге училища стояли Зарин Василий Николаевич, Машкова Ольга Борисовна, Карепов Протальон Васильевич, Кухаров Степан Мамонтович, Кадушкевич Федор Петрович, Хлус Ядвига Эдуардовна, Рычков Владимир Дмитриевич. Больше 30 год отпрацевали в училище Малиновская Елиза Вацлавовна, Жук Николай Александрович, Рачкович Олег Иванович, Хаманюк Николай Брониславович, Шебет Владимир Николаевич, Бахер Иван Иванович, Капшин Михаил Евстафьевич, Ренкевич Антон Антонович, Жлоба Иосиф Корнеевич, Иванов Федор Калинович. Сегодня просто немагчыма перелічыць імёны ўсіх. Трэба сказаць, за 65 год установа займела залаты кадровый фонд. Их адрозніваў профессионализм, творчесть, отданность профессии. Многие досягнули пенсійнага ўзросту, на жаль, некаторых уже нема ў жывых, але памяць аб іх будзе жыць вельмі доўга, таму што засталіся іх навучэнцы, якім яны далі веды, падарылі частинку сваіх сэрцаў. Поважаныя коллеги, работники установы, сегодня хочу выказать особливую удячность вам. Вы мудрые и разумные, строгие и добрые, пригожие и веселые, терпеливые, цікавые и неравнодушные люди. Усе разом мы великий творчий и зладженный коллектив. Хочется верить, что у лицея не только славное минулое, доброе сучасное, однако и цудоўнае будучае. Мы с оптимизмом глядим в завтрашний день. Мы ведаем, что наши планы здзейсняцца, надеи не погаснуть, мары сбудутся. Особливым гонором лицея являются его выпускники. За 65 год профессийную подрыхтовку до дорослого життя отрымали каля 30 тысяч навучэнцаў. Сярод якіх были и депутаты Верховного Совета СССР, и герои социалистичной працы, лауреаты орденов працоўнай славы, працоўна-чырвонага знамя, стипендиаты президентского фонда «Адоранной молоди», работники державного аппарата, просто высокопрофессийные, добросумленные и поважанные работники промысловости, сельской господарки. Мы удячны за увагу и допомогу, якую оказывают установе Головное управление по адукации Витебского облвыконкама на чоле з Хомой Дмитрием Леонидовичем, керівництву Глибоцкого районного виконавчого комитета, Глибоцкого районного совета депутатов, депутату Андрейченку Владимиру Павловичу. Сегодня я хочу сказать щиро дякую предприемствам и установам города и района, які завжди з порозумінням относяться до вирішення проблемних питань. Приємно працювати, коли тебе розуміють і допомагають. Хочеться подякувати усіх, хто зв'язаний з Глибоцьким державним професійним ліцеєм з нагоди юбілею. А душі жадаю, щоб ваші помкнення і досягнення, тріумфи і поспіхи переплеталися з моцним здоров'ям, душевной гармонии, огульной повагой и признанием. Поспеху во всем, чем кожен из вас дорожить в этом житті. С юбилеем, с днем народжения лицея. Спасибо участникам ваши коллеги Алексей Бобук и Ирина Шиманская. Встречайте бурными аплодисментами.
поручено вручить вам поздравительные адреса. Уважаемые коллеги, Главное управление по образованию Витебского областного исполнительного комитета поздравляет вас с замечательным юбилеем, с 65-летием со дня основания вашего лицея. Сегодня вы являетесь важным звеном в системе профессионального образования Витебской области и успешно выполняете поставленные задачи по подготовке молодых рабочих кадров. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, коллективу лицея, мастерам своего дела. Ваш неутомимый и непомерный труд, профессионализм и преданность своему делу заслуживают уважения. В этот праздничный день от всей души желаем вам вдохновения и оптимизма, творческих поисков и инноваций, новых побед и талантливых учеников. Пусть каждое начинание будет успешным. С уважением, Главное управление по образованию Витебского областного исполнительного комитета. Дополнение к адресу. Сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Поздравительный адрес. Уважаемые коллеги, учреждение образования, Витебский областной учебно-методический центр профессионального образования сердечно поздравляет вас с 65-летием со дня основания вашего лицея. 65-летие – это возраст яркого настоящего и твердой уверенности в завтрашнем дне. Лицей прошел славный путь становления и развития, стал настоящей кузницей подготовки молодых рабочих кадров. Желаем вашему учреждению инновационных методических находок и блестящих творческих проектов. Пусть каждый день будет светлым, каждое начинание успешным, а смелый интеллектуальный поиск и профессиональный успех сопутствуют во всех делах и их свершениях. С уважением, директор и весь коллектив учреждения образования Витебский областной учебно-методический центр профессионального образования. Иван Дмитриевич, спасибо вам за поздравления. Оставайтесь с нами для награждения. Награждаются преподаватель Екатерина Петровна Андрахименок, Преподаватель Ольга Ивановна Бахер. оставайтесь на сцене, пожалуйста, товарищи награжденные.
новому дню. Неиссякаемых сил вам, везения во всех ваших начинаниях. Фото на память, улыбаемся. Спасибо вам, Иван Викторович. Приглашаю всех награжденных пройти в зрительный зал. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Комитета хочу с чистыми помыслами, с чистыми мыслями поздравить вас с вашим юбилеем. Почему, коллеги? Так получилось, что с 1977 года по 1980 год я учился, и было сегодня это будто бы лицей Высоковская, СПТУ 27. Поэтому куда ни пойду, везде я свой. В военкомате свой, в училище свой, к учителям свой. И по специальности, конечно, она тогда... Ходили мы тогда в клетчатых костюмах. Называли нас немножко обидно, не буду называть как. Жили мы в общежитии, обижали нас местные жители этого поселка Высокое, потому что мы ехали до Бреста 3 остановки, до Бреста 2 остановки, потом шли пешком. Ну, был такой мост. Ну, можно сегодня сказать, они защитили. Юбилеем учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается старший мастер Георгий Иванович Симонкович. Витебского областного исполнительного комитета за успешное добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летним юбилеем учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей объявляется заведующему хозяйством Александру Дементьевичу Циркину. Почетной грамотой Глубокского районного исполнительного комитета за добросовестное отношение к работе, четкость в решении поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и профессиональному росту награждается заместитель директора по учебно-производственной работе Сергей Васильевич Атрахиленов. Почетной грамотой Глубокского районного исполнительного комитета за успешное добросовестное исполнение должностных обязанностей награждается главный бухгалтер Елена Георгиевна Заяц. Почетной грамотой Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе профессионального образования, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 65-летием учреждения образования награждается мастер производственного обучения Янина Антоновна Суденко. Почетной грамотой Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе профессионального образования, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 65-летием учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается мастер производственного обучения Павел Георгиевич Шенкевич. Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за добросовестный труд в системе образования, педагогическое мастерство и в связи с 65-летием учреждения образования объявляется преподавателю Алексею Анатольевичу Бобуку. Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за неиссякаемый талант, высокий профессионализм, целеустремленность, а также большой вклад в обучение и воспитание учащихся объявляется педагогу дополнительного образования Татьяне Альбертовне Буката.
полковнику Станиславу Иосифовичу Кузьмичу. Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за успешное, добросовестное исполнение должностных обязанностей, инициативу и творческое отношение к работе и в связи с 65-летием учреждения образования объявляется инспектору по кадрам Ольге Ивановне Пачковской. Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе образования и педагогическое мастерство и в связи с 65-летним юбилеем учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей объявляется мастеру производственного обучения Иосифу Казимировичу Шипила. Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе профессионального образования, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 60... Благодарность Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе профессионального образования, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 65-летним юбилеем учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей объявляется ветерану труда Леониду Павловичу Хомичу. Благодарность председателя Глубокского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в системе образования, педагогическое мастерство и в связи с 65-летием учреждения образования объявляется воспитателю общежития Али Францевне Калантай. Александр Николаевич, просим вас вручить награды Глубокского районного совета депутатов. Почетные грамоты Глубокского районного совета депутатов за добросовестный безупречный труд, профессиональное мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в педагогической деятельности награждается преподаватель Светлана Викторовна Ильинчик. Почетной грамотой Глубокского районного совета депутатов за высокий профессионализм, ответственность, многолетний кропотливый труд и в связи с празднованием 65-летия учреждения образования награждается заведующая производством Наталья Михайловна Телица. Благодарность Глубокского районного совета депутатов за многолетний добросовестный труд в системе образования, педагогическое мастерство и в связи с 65-летним юбилеем учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей объявляется мастеру производственного обучения Татьяне Афанасьевне Кургузовой. Ну что ж, фото на память. Давайте так аккуратненько закруглимся, наденем улыбочки, выйдем из-за кулис. Да, расставьте, пожалуйста. Мы от всей души поздравляем вас с заслуженными наградами. Пускай все задуманное сбывается, а удача улыбается вам почаще. Аплодисменты, дорогие друзья! Спасибо вам, Александр Николаевич. Приглашаем вас и награжденных пройти на свои места в зрительный зал. Может быть, у кого есть знакомые в моем далеком СПТУ-27, это поселок Высокая, Брестская область, передайте привет, что я живой, я не сломался, я их не подвожу, и я буду высоко нести честь этого тогда еще училища сегодня, потому что как-то не получается. Вы скажите, что глубокая... Встречайте!
знать, что мы созданы, чтобы быть вместе, позитивно и не вернуться, не догнать тебя, не дотянуться, не дозвониться, не кричаться, и ты за пределами моей гравитации. За пределами моей гравитации. Слово для поздравления предоставляется протоиерею Николаю Войтову. Дорогие браты и сестры, уважаемое господарство, сегодня великий день. И когда в эти пасмурные дни шел сюда, мне не было настроем. А когда побыл тут, стало трохи веселее, потому что все такие пригожие, радостные, и у всех віншуюсь. И я так само хочу повіншувати вас с этой датой. Дай Бог, как они каждый год повторялись, как мы збирались и радовались тому, что у нас есть такий адамант пригожий у нашому глибоким, який називається професіональний ліцей, які рихтують добрих кадрів. Я не хочу читати лекції, 70, тому ведаєте, і тому я прийшов з подарунком до вас. І ведаєте, ну що може святар преподнести у подарунок, ну что-то духовное. И вот сегодня я хочу подарунок лицею преподнести новый заповед. Новый заповед на нашей белорусской мове. И вот когда кто-то меня ведает уже давно, то ведает, что спочатку отец Миколай говорил на русской мове все, але ведаете, с годами человек мудріють, дурніють, не ведаю. Але я почав уже говорити і на білоруській мові, тому що, ведаєте, ось я так само чоловік тутейший, недалекий отсюда, і тому, ведаєте, хочеться сказати, що мова – це так само наша скарбниця. То, що нас єднає з нашою родною земелькою, і не тільки, і з Богом. І ось тому новий заповіт, який вийшов не так давно, по благословенню митрополита Філарета, який зараз знаходиться на покої, але ми його вельми поважаємо. Новий заповіт, і ось я хочу, щоб ця книга була у ліцеї, і ось, коли хтось захоче почитати родне слово, то у директора ця книжка буде. Віншую усіх і многое, і благаю усім лет. Спасибо вам, отец Николай, за такие теплые слова и такой замечательный духовный подарок. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Словом тех, кто внес значительный вклад в подготовку молодых квалифицированных кадров. 1954 год. Главное управление профессионального образования Министерства культуры в СССР реорганизовало Довшинскую школу механизации сельского хозяйства в училище механизации сельского хозяйства номер 31, директором которого стал Решетников Иван Васильевич, человек высокой культуры и образованности. 1958 год. Начинается новая веха в жизни учреждения образования под руководством Дударева Кирилла Илларионовича. Из Портлищ училище было перебазировано в Глубокое. Распоряжением Совета Министров БССР учреждению образования передано 492 гектара земли. Построена столовая, оборудован актовый зал, построен гараж на 11 тракторов, а в 1965 году новый учебный корпус,
что позволило увеличить контингент учащихся до 600 человек. С глубокой благодарностью, уважением и любовью говорят о Мелешко Станиславе Васильевиче. Все мастера и преподаватели, с которыми он работал, а также все его ученики. Под его руководством шло создание и оснащение новых кабинетов. Были введены в эксплуатацию общежития и корпус для лабораторно-практических занятий. А за хорошую работу коллектив училища по итогам республиканского соревнования был признан победителем и награжден денежной премией с вручением переходящего красного знамени. 19 лет руководил учреждением образования Григорий Вацлавович Жук. За это время введен ряд новых специальностей, открыты экспериментальные группы по системе непрерывной подготовки. Также впервые в эти годы приступили к подготовке учащихся групп физико-математического профиля. С 2006 по 2010 год директором лицея был Олег Викторович Морков. За время его руководства было приобретено 22 единицы новой техники. Заложен сад, благоустроена территория учебного заведения, налажено сотрудничество с Озерецкой и Лужковской школами, а также учреждением образования французского города Пермь. Результатом всех этих шагов стало занесение учреждения образования на районную доску почета в 2010 году. Олег Викторович обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным чувством нового и умением видеть это новое во множестве разных ситуаций. Он всегда был готов помочь молодым. У него свои общественно-политические взгляды, которые успешно реализовывались благодаря неутомимому энтузиазму и завидной работоспособности. Разрешите зачитать поздравительную телеграмму от Олега Викторовича Моркота. Уважаемые учащиеся, педагоги и ветераны Глубокского государственного профессионального лицея, примите искреннее поздравление с юбилеем, 65-летием. Для истории это всего лишь миг. А для многих поколений выпускников, нынешних педагогов и ветеранов труда это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания. Глубокский государственный профессиональный лицей – одно из старейших учреждений образования в республике по подготовке рабочих кадров для агропромышленного комплекса страны. Среди его выпускников есть люди, известные далеко за пределами области. Это депутаты Верховного Совета СССР Корсун Владимир Анатольевич и Пискунович Георгий Петрович, герой социалистического труда Войтецкий Владимир Константинович, дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени Лялюш Георгий Сергеевич, грамотой президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко отмечены Гайдуковский Александр и Косинская Надежда. Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процесс – вот основные определяющие успеха лицея. Свыше 30 тысяч выпускников лицея трудятся в различных сферах народного хозяйства республики, внося свой вклад в развитие нашей страны. Уверен, что выпускники Глубокского государственного профессионального лицея будут всегда помнить и свято чтить подвиги своих отцов и дедов, приложат все свои знания, силы и умения для построения процветающей Беларуси. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и ветераны Глубокского государственного профессионального лицея, искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Я искренне верю, что у лицея не только славное прошлое, но и прекрасное будущее. С уважением, Мор Олег Викторович. Василий Александрович, позвольте вручить вам поздравительный адрес. Мы не ошибемся, если скажем, что любое учреждение образования начинается с директора. Именно директор подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене.
Его роль всегда более творческая, чем административная. Уверенность руководителя в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. Без лишнего преувеличения можно сказать, что Глубокский профлицей для Валентины Анатольевны Шенкевич стал ее жизнью, призванием и радостью. За 8 лет ее руководящей деятельности были введены 5 новых квалификаций. Неоднократно лицей был в числе победителей областных и республиканских конкурсов, технического творчества, профессионального мастерства, смотров художественной самодеятельности, спортивных соревнований. Сегодня во всей работе лицея постоянно ощущается заботливая рука директора. Василий Александрович уверен, для того, чтобы коллектив работал целенаправленно, слаженно и творчески, необходима преемственность поколений. Директор всегда замечает, ценит и поддерживает учащихся и весь коллектив, которые, в свою очередь, добросовестно относятся к порученному делу. Быть безупречно нравственным, эрудированным, компетентным и высокообразованным – вот таким требованиям должен отвечать руководитель современного учебного заведения. Именно такими были и есть директора нашего лицея. Именно они, мудрые руководители, создавали и создают все условия для достижения профессиональных высот, а также для развития творческого потенциала работников. Для награждения на сцену приглашаем директора Любозу Василия Александровича. Грамотой учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей за добросовестный труд в отрасли образования, профессионализм, качественное ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летием учреждения образования награждается преподаватель Владимир Константинович Еременов. Профессиональный лицей за добросовестный труд, профессионализм и в связи с 65-летием со дня образования учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается водитель Владимир Семенович Рудак. 65-летием со дня образования учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается механик Петр Николаевич Калиновский. За добросовестный труд, качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летием со дня образования учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается сторож Вера Ивановна Козловская. Учреждение образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается уборщик служебных помещений Валентина Игнатьевна Пашкович. Грамотой учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей за добросовестный труд, профессионализм, качественное ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летием учреждения образования награждается бухгалтер Марина Александровна Шелускевич.
Дня образования учреждение образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается дежурной по общежитию Елена Ивановна Воронкович. Благодарственные письма за добросовестный труд, качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летием учреждения образования вручается водителю Виктору Тадеушевичу Самойлову, Мастеру производственного обучения Анатолию Сергеевичу Лавецкому. мастеру производственного обучения Дмитрию Ивановичу Ткачевку, Преподавателю Янине Бориславовне Пискунович. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с заслуженными наградами. Традиционно фото на память. Желаю вам доброго здоровья, сил и упорства в служении дела. И пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству. Покорные аплодисменты мы провожаем вас в зрительный зал. Не жалейте аплодисментов для своих коллег. Они этого заслужили. Отрадно отметить, что на протяжении десятков лет педагогический коллектив профлицея являлся и является творческой подпиткой коллективом художественной самодеятельности района. В частности, около 20 лет участниками хоровой капеллы городского дома культуры были Евгений Александрович Бабич, Михаил Дмитриевич Осипов, Степан Степанович Борович. И сегодня продолжает эту славную традицию еще одна ваша очаровательная коллега, которая также более 20 лет поет в этом коллективе. Встречайте на сцене народная хоровая капелла, солисты Павел Пильонов и Ирина Шиманская, секретарь учебной части Глубокского госпрофлицея.
Уже не сможем мы забыть степи. Твой разум призрак оперы проник, он твой двойник. Он здесь, он рядом, призрак оперы. Он здесь, он рядом, призрак оперы. Глубокского профлицея Василия Александровича Любозу. Почетной грамотой Витебской областной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности профсоюзной организации и общественной жизни коллектива и в связи с 65-летием со дня образования учреждения образования Глубокский государственный профессиональный лицей награждается преподаватель Марина Иосифовна Аниськова. Награждается библиотекарь Татьяна Альбертовна Буката. Почетной грамотой Глубокской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса за многолетний добросовестный труд, активное участие в профсоюзной организации и в связи с 65-летием учреждения образования Глубокский профлицей награждаются мастер производственного обучения Сергей Павлович Шенкевич. Руководитель физвоспитания Владимир Иосифович Бохан. Дежурный по общежитию Ирина Васильевна Протасевич. Секретарь учебной части Ирина Васильевна Шуманская. Мы поздравляем вас и благодарим вас за вашу активную жизненную позицию, неуемную энергию, неиссякаемый оптимизм и радость творчества. Традиционно фото на память. Большую часть своей жизни посвятили преданному служению своему делу. Вас мы поздравляем с этим праздником с особенной теплотой и трепетом. Примите слова особой благодарности и эти аплодисменты в знак бесконечного уважения к вам. Вы бесспорно заслужили. Много чудесных людей работает в лицее, но сегодня праздничный и юбилейный для Глубокского госпрофлицея день особенно хочется выразить теплые и сердечные слова благодарности тем, кто прочными корнями врос в свою профессию и сохраняет преданность своему делу десятки лет. А также в юбилейный для лицея год они отпраздновали свой юбилей. И мы снова на сцену приглашаем Василия Александровича Любоза для награждения и вручения памятных подарков. Приглашаем на сцену юбиляров, ветеранов педагогического труда, которые более 30 лет добросовестно трудились в учреждении образования. Это Петр Петрович Башов. Евгений Александрович Бабич. Это Валентина Анатольевна Шенкевич. Леонид Павлович
приглашаем вас пройти в зрительный зал. Бурные аплодисменты. Я хочу выразить слова благодарности, наверное, от всех ветеранов, потому что мы навеки получили такие сувениры, каждому ветерану завезли домой. Большое спасибо вам, как теперешнему директору, что вы нас помните, не бросаете нас. Ну и, конечно, мне хочется тоже сделать от себя такой небольшой подарок. Это вручить энциклопедию для музея. Кто из Республики Беларусь? Праздником нас всех! Спасибо большое за подарок. Ну а сейчас, дорогие друзья, внимание на экран. Песенка дождя, шелестят зеленые ветра, видность без свечи, вспомни ни о чем. Это было вчера. Первая любовь. Мы больше чем уверены, что эти чувства переполняли каждого из тех, кто в свое время переступил порог лицея. Их неизменным кредо стала самая гордая и красивая мудрость на земле. Не жалей себя.
Ведь жизнь прожить, не поле перейти, и вы это хорошо знаете. Педагог – это самая беспокойная профессия. Она требует с первого шага зрелости, а до последнего шага бодрости и мужества на все пути. Что молодым без старших никуда, мы вспомнили сегодня неспроста, чьи тут работают ученики, кто опытом своим нам помогал расти. Родился наш лицей, скажу, не год назад. Его успех трудом копился вашим. Он был рожден, воспитан и украшен всех поколений творчеством большим. Для вас, дорогие ветераны, и для всех присутствующих в этом зале звучит музыкальный подарок от мастеров и педагогов Глубокского госпрофлицея. Ваши аплодисменты! С тобой познакомились в лицее, за это мы судьбу благодарим. Понять друг друга мы всегда сумеем, за все друг друга мы всегда простим. Тебе мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Знаете, скоро молодости нашей, команда без
значительный вклад в развитие профессионально-технического образования на Глубочине. В нашей памяти навсегда останутся их имена, ушедших из жизни, но оставивших после себя так много светлого и чистого, доброго и вечного. В лицее их называют живой историей, генератором идей. Это были люди высокой культуры, высокой образованности, высокой интеллигентности. Вы многому учились у них и должны гордиться тем, что работали рядом с ними. Почтим их память минутой молчания. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Профлицей с предприятиями и организациями города и района. И мы с удовольствием приглашаем на сцену представителей открытого акционерного общества «Глубокский комбикормовый завод», унитарного производственного предприятия «Глубокский молочно-консервный комбинат», Представители унитарного производственного предприятия «Глубокский мясокомбинат», Белагропромбанка, Центра банковских услуг, номер 239 в городе Глубокое. представители общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Аута», Я вообще так ошарашен, не знаю, с чего начать. Мне 65 год. Я так само заканчивал сельское профессионально-техническое училище, только у городским поселку Видзе. Тому мне то, что сейчас обучало со сцены, вельми близко, понятно. Тому, короче кажучи, віншую вас, вельми, ви такі самі молоді, як і я. У працовному шляху надаліше. Мне немножко больше повезло. Чем моему коллеге, рядом стоящему, я заканчивал Глубокский. Тогда чему я очень побывал. Ну, от всей души хочется ваш весь коллектив сотрудников поздравить с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, счастья, успеха, благополучия, чтобы все ваши начинания, мечты сбывались. А для этого что? Здоровье, здоровье, здоровье. Ну, что еще хочется сказать, пользуясь этой высокой трибуной? Значит, я учился в 22-й группе.
Сейчас вижу, здесь много преподавателей, которые меня учили. Огромная вам благодарность. Но в первую очередь хочу выразить слова искренней благодарности классному руководителю Тарасевич Ане Олексу. Большое спасибо. Мастер переводного обучения Алиш Николай Иванович, где вы потерялись? Ну вы знали, что здесь. Большое спасибо. Всем благ. Ну и по доброй традиции на праздники дарят подарки. Василий Александрович, подарок я не принес, не переживайте, вручаю. Мы тоже напрямую связаны с Глубоковским профессиональным лицеем, так как он нам поставляет ценные кадры, которые прославляют наш Глубоковский район, нашу Витебскую область, особенно в этом году. Все, наверное, знают о Зеленкевиче Сергее Леонидовиче. Это выпускник Глубоковского профессионального лицея, поэтому мы от коллектива открытого акционерного общества Глубоковский камнегорный завод сегодня поздравляем с таким замечательным юбилеем, 65-летием Глубоковский профессиональный лицей. И желаем вашему лицею двигаться дальше и быть успешным. Пусть развитие будет неуклонным, качество получаемых знаний стабильно высоким, учащиеся пытливыми, преподаватели талантливыми, материально-техническая база современной, репутация завидной, а перспективы безграничными. С праздником! И для укрепления материально-технической базы, здесь небольшой подарок от нашего предприятия, многофункциональное устройство. Спасибо за такой небольшой и очень приятный подарок. Данное производственное предприятие Глубоковский молочно-консервный комбинат также присоединяется ко всем поздравлениям, которые сегодня были сказаны ваш адрес. Мы желаем, конечно, трудовых, творческих вам побед, новых достижений, учащихся вашим всего стремления, коллективу сплоченности и идти к одной общей цели. С праздником вам! И мы также присоединяемся и дарим вам тоже для укрепления материально-технической базы. Всего самого наилучшего! Ну что же, теперь фотография на память. Дорогие друзья, благодарим всех за поздравления и просим занять свои почетные места в зале. Подборные аплодисменты, столько подарков подарили! Для поздравления приглашаем на сцену директоров учреждений образования Глубоковского района и главного специалиста отдела по образованию Глубоковского районного исполкома Татьяну Антоновну Лазаренок. Добрый вечер, уважаемые присутствующие. Позвольте присоединиться ко всем теплым словам, которые уже звучали и которые обязательно еще прозвучат в сегодняшний праздничный день. Позвольте зачитать приветственный адрес от отдела по образованию Глубоковского районного исполнительного комитета. Уважаемый Василий Александрович, от имени отдела по образованию Глубоковского районного исполнительного комитета сердечно поздравляем вас и возглавляемый вами коллектив Глубоковского государственного профессионального лицея с юбилеем. 65 лет – зрелый возраст. За ним стоят успехи созидания, творческий поиск. Вы по праву можете гордиться яркими страницами биографии лицея, именами тех, кто стоял у истоков его создания. Мы надеемся на продолжение нашего дальнейшего сотрудничества и гордимся тем, что наши с вами выпускники становятся профессионалами своего дела, активными гражданами своей страны. Здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне всему коллективу, ветеранам труда вашего учреждения. Уважаемый Василий Александрович, уважаемый коллектив лицея, мы сегодня поздравляем вас с этим знаменательным событием. Юбилей
Это незабываемый праздник, который дарит прекрасные воспоминания о трудовых буднях, ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Желаем, чтобы стены профессионального лицея профессионализма, качественного обучения и глобального опыта преподавателей. Желаем лицею дальнейшего развития, укрепления своих позиций на рынке образовательных услуг. До долголетия, благополучия вам, вашим родным и близким. Глубокая спортивная детско-юношеская спортивная школа многие десятилетия тесно сотрудничает с администрацией Глубокого профессионального лицея. Мы решаем многие вопросы. Надо освободить учащихся от занятий, отправить на соревнования, разместить спортсменов в вашем общежитии. Вы всегда шли и идете нам навстречу. Я хочу сказать слова благодарности Валентине Анатольевне. Мы много лет вместе сотрудничали и всегда находили общий язык. С Василием Александровичем, я думаю, у нас уже есть тесное сотрудничество, еще все будет впереди. Я хочу поздравить кафедру физвоспитания в лице Богана Владимира Иосифовича. Он, наверное, очень сильно постарался, чтобы в честь юбилея сборная команда Глубокого профессионального лицея заняла общекомандное 3-е место на областной спартакиаде. И мы хотим от Глубокой спортивной школы подарить директору настоящие профессиональные мячи, которыми играют только на чемпионатах мира, олимпийских играх. Я думаю, начнем мы и олимпийских чемпионов, от участников Глубокого лицея. Здоровья коллективу, погоды в доме, в ваших семьях. Будьте здоровы, живите долго и счастливо. Спасибо. Спасибо вам за ваши поздравления и такие теплые слова. А мы просим вас занять свои почетные места в зале. Под ваши бурные аплодисменты. Приятные минуты поздравлений продолжаются. И под все те же громкие, бурные аплодисменты приглашаем на сцену представителей учреждений профтехобразования Витебской области. Дорогие коллеги, учреждение образования Витебский государственный профессионально-технический колледж поздравляет вас с такой знаменательной датой. 65 лет – это возраст зрелости и мудрости, творческих достижений и свершений. Вы прошли достойный путь. За это трудное время вы не распались, вы не закрылись. Вы наоборот. Наверное, у вас появилось какое-то второе дыхание, и вы стали лучшим учебным заведением как для вашего региона, так и для Витебской области, и, я думаю, для нашей страны в целом. Вы готовите достойное молодое поколение. Сегодня к нам в колледж пришли ваши выпускники. Это очень замечательные, очень творческие, очень ответственные и, главное, уже специалисты, молодые люди. Вы умеете готовить молодое поколение. Наш коллектив вас поздравляет, желает здоровья, творческих достижений и всех самых хороших вам благ. Специалистов. Сегодня мы благодарим всех присутствующих выпускников за то, что нашли время и приехали разделить с нами радость торжества. Слово от имени всех выпускников предоставляется Юрию Марьяновичу Татариновичу. Попасть на это торжественное мероприятие. Я выпускник 79-го года. Многие здесь и преподаватели, и мастера, и работники. Это мои бывшие учителя-наставники, а через некоторое время это даже и коллеги. Как бы даже вот представляя свое изделие, я хочу просто сказать: хлеб всему голова. Свою трудовую деятельность как раз и начинал на хлебном поле. Поэтому я хочу и вручить вот этот символический подарок
именно в колосьях. Будет хлеб на столе, будет и благодать, будет и благостояние. Хорошо, что приняли, директор принял достойную эстафету, расширили. Много сейчас и специалистов они выпускают, но все равно не хлебом единым, но все равно хлеб всему голова. Спасибо моим бывшим учителям, моим бывшим коллегам. Где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим.